Ассаламу алейкум. Альви, рад тебя приветствовать. Сегодня у меня необычный гость, который не так часто дает интервью, не так часто появляется у меня на канале. Но сегодня вам представляю Альви из Австрии, наш соратник, наш друг. Сегодня, вернее, уже пару дней, можно сказать, обсуждаем с Альви одну очень интересную тему, которая связана с разными комсомольцами бывшими и другими хапугами и казнокрадами. И поэтому сегодня мы с Альви будем говорить на русском языке, чтобы было понятно и хапугам, и казнокрадам, и другим мерзавцам. Хотели бы обсудить, когда они говорят о нас. Альви, еще раз, ассаламу алейкум, машуэль. Алейкум салам. Добрый вечер, зрители. Я тоже очень рад сегодня принимать участие в программе Аслана. И да, мы будем говорить о этих самых российских либералах, имперцах и об их, скажем так, происхождении, почему они так думают, как они появились и почему нам, чеченцам, нужно быть очень осторожным, когда мы, скажем так, чтобы не попасться на удочку этих имперцев и на их обещания, как не раз бывало в истории нашего народа, когда нас обманывали, то большевики обманывали с обещаниями, что у нас будет шариат и нам оставят свободу, то Ельцин, берите суверенитета сколько хотите, то еще. В общем, это очень важная тема, чтобы в головах у нас не было наивных представлений об этих людях. Да, и я расскажу, о ком мы сейчас будем говорить. Это, конечно же, всем известный имперец, казнокрад, мегавор Михаил Ходорковский, который после того, как освободился после 10 лет тюрьмы, обещал с автоматом в руках сразу же пойти воевать. После того, как вышел, сразу же пообещал, уже будучи за границей, мне кажется, он уже был за границей, обещал с оружием в руках пойти возвращать русскую землю в виде нашей многотысячелетней чеченской земли, которую этот казнокрад, думая, крадя русские деньги, он еще решил, что наша земля его. И сейчас начинается новая волна. То есть такой Яшин, который призывает мочить Кадырова. Все эти подонки и мерзавцы, Альви, странным образом мочат только одного лишь Кадырова. Хотя Кадыров вообще в тому времени, особенно вот этот младший, который Рамзан, не имел отношения, когда они взрывали дома своих же соплеменников в Москве, там, в других городах. Да, в 99-м году. И сейчас они все хотят свалить на Кадырова. Когда мы начинаем пытаться разбираться в этой ситуации, нас записывают в друзья Кадырова, в адвокаты Кадырова и так далее. Слава богу, кроме того, что вот они могут как-то попытаться пристегнуть нас к теме Кадырова, других документов, доказательств и аргументов у них больше нет, кроме того, что мы их обвиняем в том, что они только лишь Кадырова обвиняют. Только лишь Кадырова, а не Россию в целом. И вот этих Ходорковских в частности. Ходорковский, потом сейчас появился еще один такой навальнист, Волков, который тоже начал высказываться по поводу Кадырова. И мы ничего против не имеем, конечно, чтобы они своего чиновника российского как-то мутузили. Но мы против того, чтобы они это ассоциировали с нами. Альви, тебе слово, не буду много говорить, мы хотели с тобой... Не, говори, просто я хотел ремарку сделать. Они ругают, но дело в том, что они ругают Кадырова не как российского чиновника, а как чеченца. То есть вот этот, у них вот эта коллективная ответственность навешивают. Тот же Ходорковский то же самое делал, кстати. Вот, например, если кто-то там, я не знаю, Ходорковского обижал или что-то ему сделал, то надо же конкретные имена этих людей называть. Он вот нас так, как говорят по-английски, generalization, то есть обобщал нас, короче. Коллективную ответственность на всех вешал. Что
В тюрьме его якобы пытались чеченцы что-то там с ним сделать, и он так говорил чеченцы. Не там не Идрис условный, не Хасан, там, не кто-то, а именно чеченцы что-то пытались с ним делать. Человек вроде бы, скажем так, еврейского происхождения, хотя я не вижу в нем ничего еврейского, он больше, скорее всего, русский имперец. Да, конечно, это русский имперец. Вот эта коллективная ответственность, он должен от нее шарахаться. Вообще шарахаться должен, по теории. Был бы евреем, шарахался бы, Алёй. Ну да, еврей, ну он в том-то и дело. Да, это такой же еврей, как Сурков-чеченец. Владислав Сурков. Да-да, Асланбек Дудаев. Его, кстати, именно вот эти русские нацики очень сильно вот этим мочили. Убирайся в свою Чечню, Асланбек Дудаев. Были вот такие... Ты был в Москве, 100%, ты помнишь, наверное, вот этих, да. Которых потом Путин посадил. Его и даже Гиркин, этот террорист Гиркин, тоже его там гасил. И тот уже договорился, что он политически русский, что он типа, я политически русский. И Ходор такой же, просто мегавор к тому же еще. Да. Ходор, вот этот Ходор, вот так же, как, например, Коломойский или тот же самый Березовский, они, вот смотришь их биографию, они все начинали как под копирку. Они были какими-то комсоргами, партноменклатурщиками, в каких-то постах, где они могли заказывать за рубежом оргтехнику, вот эти компьютеры, ксероксы, что Советский Союз не производил вообще. Вот от слова совсем. И до сих пор они заказывали в огромных количествах и списывали. И продавали. Вот как под копирку все они. Что вот Ахметов, что этот Коломойский, что эти украинские олигархи, что это российские олигархи, они одинаково вот этим занимались. Списывали, и у них появлялся какой-то стартовый капитал, которым они потом вот эти ваучеры и предприятия скупили. Скупали, да. Естественно, ничем он по степени воровства от Путина не отличается. Может, больше воровал, чем Путин. Ну, я думаю, между ними различие между Путиным и Ходором, то, что Ходорковский, видимо, как этот комсомольский вожак, был агентурой КГБ, а этот действующим офицером КГБ просто, или там действующим сотрудником КГБ. Вот и вся между ними разница. Как и любые олигархи, как ты заметил, еврей, да, ну как бы, вроде бы как бы еврей, очень удобно, да, пользоваться большими деньгами и быть еще по национальности евреем, да? Да, это очень удобно. И ничего удивительного, если КГБ точно так же посчитало, что если они будут вот эти кошельки свои, вроде Абрамовича, какого-нибудь Дерипаски, да, других, да, делать их именно из евреев делать, как из чеченцев делать таких, как кадыровцев, там, убийц там, запугивать там и так далее, а из евреев делать финансовые кошельки. Очень удобно. И та сила, которая... и та сила, которая была у Ходорковского, когда его Путин посадил, была не из-за того, что у него было много денег, а потому что он имел очень хорошие связи в том же КГБ. Но у Путина оказались связи посильнее, и, видимо, агент проиграл действующему сотруднику и сел на годы. И именно поэтому, мне кажется, Ходорковский продолжает гнуть свою имперскую линию, потому что эта имперская линия, это линия партии, линия КГБ. Ну, давай сейчас от общего к частному, как говорится. Сейчас они очень активизировались, и ты увидел очень плохие симптомы, сигналы, которые могут негативно повлиять на наше общество, на нашу нацию. Скажи, пожалуйста, что тебя беспокоит конкретно из последнего? Я тебя прослушал, потому что... Аслан, я отвечу на твой вопрос, но сначала я хотел бы сделать небольшой экскурс. Вот, мы же должны вот это сначала, откуда у них вот эта психология имперская узнать. Почему она такая, почему мы находимся постоянно вот в этой, в колесе, скажем так, в замкнутой петле вот этого русского империализма, переживая все адские напасти, которые Россия сама на себя навлекает, там, голод, революции, войны и все такое.
Дело в том, что вот русского человека, его постоянно промывает пропаганда ему, скажем так, промывает пропагандой мозг. И Ходорковский, хотя он, скажем так, не на уровень там, простого русского человека, а все-таки, можно сказать, элита. Мегавор, да? Ну, мегавор тоже, конечно. Скажем так, элита, я имею в виду, образована. То есть, естественно, он тоже наверняка страдает этим. Ну, хотя, конечно, для вора главное деньги, но частично он тоже имперец. Я думаю, даже искренне он имперец. Вот именно русский имперец. Когда вот я был в 6 классе, лет 11, мне было 11-12 лет, меня отец взял на шабашку, и я пожил в разных местах в России. То есть ходил в школу, потом отец переезжал в какое-то новое село, город, я там ходил в школу. И вот так я поменял 5 школ, 5 русских школ. И в каждой школе я заметил странную особенность, отличную от того, что было у нас дома. Вот когда я был совсем первоклассником, там, в нулевой класс в школу пошел, и учительница начала нас хором: давайте повторяйте за мной: Ленин, Родина, Москва, Ленин, Родина, Москва. И мы все так 45 минут от этого урока: Ленин, Родина, Москва, Ленин, Родина, Москва. И там идет вот такая советская пропаганда потихоньку, там, кратчевая такая, через литературу, там, повесть о настоящем человеке, там, Ленин, ходаки, там, все такое, короче, идет. Именно советская пропаганда. Как таковой русской пропаганды у нас дома, в школах, там, старший брат, то все, как бы она присутствовала. А вот ключевое отличие вот этой русской школы, там была именно русская пропаганда, а коммунистическая была... Так, ну, советская пропаганда была, Али, советская. Да. Вот, да, Ленин, ну, говорили на русском, писатели все русские, космос русский, береза русская. Русские все изобрели, русские самые великие, особенно на уроках истории. Я тебе расскажу один момент. Был такой урок НВП, начальная военная подготовка, знаешь? Да, там учили как с Калашников разбирать, там, химический анализ, противогазе проводить. И к войне готовили. И вот учитель был такой российский, скажем так, националист русский. Сам неплохой человек, кстати. Как человек, ну, неплохой, справедливый, скажем, даже могу сказать. Но нацик такой, скажем, русский националист, скажем так. Это в каком городе? Это в Саратовской области. Понятно. Романовский район. И вот это сам неплохой человек, я его, да, скажем так, уважал очень. Но он говорит, спрашивает на уроке: кто изобрел самолет, знаете? Я начитанный такой пацан был, понимаешь? Журналы, книжки, фантастика. Я поднимаю руку и говорю: сори. Случайно задел, Аслан. Да, ничего, все нормально. Я поднимаю руку, говорю: американцы, братья Райт, поставили этот двигатель внутреннего сгорания на планер Лилиенталя. Был такой немецкий планерист, который погиб, кстати, на этом. И совершили первый управляемый полет. Аппараты тяжелее воздуха, на 32 метра пролетели они. Он на меня посмотрел и говорит: какие такие американцы? Русский создал первый самолет, Александр Можайский. Я, шокирован, никогда не слышал такой фамилии. Сел потом, поискал, что это за Можайский. Но этот фейк, кстати, до сих пор, что Можайский изобрел самолет. Это был какой-то флотский офицер, вот этот Александр Можайский. Он какой-то нарисовал какой-то, ну, прямо из книжки вот этого Жюль Верна, видал, там, летающие всякие там дирижабли. Вот что-то такое нарисовал, послал в адмиралтейство тогдашнее царской империи. Ему выдали патент, и вот он считается изобретателем русских самолетов до сих пор. Представь, вот им вбивается в голову, что они были первыми во всем. Я тебе это просто пример привожу. Там, это то же самое связано с этим радио. Никакой Попов, никакой радио не изобретал. Он тоже, кстати, в этом флотском адмиралтействе работал, и там выписывал иностранные журналы и повторял опыты, которые там проводились. Тоже абсолютно такая же история. Но вот русским, особенно на уроке истории, русские сделали это, победа русских, постоянно вот такие военные вот эти
Все перевернуто. Что такое русская история, ты сам должен знать, наверняка знаешь. Это вранье полное. Это, ну, не знаю. От начала до конца. Геббельская, да, это не геббельская пропаганда, там, 60/40, там, 80/20. Это 99, там, целых 99. Да, абсолютно. Вот прихожу я в следующую русскую школу, и опять, короче, да, уроки истории, опять русские самые-самые. Просто русских подавляют, русским ничего не дают сделать, а так мы самые-самые, у нас все украли, изобретение все нас украли. В общем, вот так они воспитывали вот это. Вот сейчас они в силе, вот эти люди, понимаешь, им сейчас по 50, там, по 40 лет. Вот тех, кто вот тогда этот имперский угар сгоняли, они сейчас у власти. Представляете, какие у нас шансы их как-то переубедить, что они не такие великие, оставьте в покое Ичкерию, там, останьте от нас, короче, или от Украины отстаньте, короче, никаких шансов. Короче. Вот это сидит уже в голове тогдашней. И Ходорковский, конечно, тоже не исключение. Он такой же имперец, он больше русский. Это еврей, это просто, как ты говоришь, это фасад такой. Да. Плитку положили ажурную, там, понимаешь, скрывая, что там за... Это обычный имперец. Вот вся эта вот их вот эта риторика, что они используют Кадырова как некий жупел, ну, чтобы списать на него. Мы уже много раз это говорили, что этот человек используется, чтобы до него списать преступление. Я могу небольшую аналогию, как писатель, аналогию привести. Вот кто такие кадыровцы, что такое Чечня, Чечения, извиняюсь, начал говорить как русский Чечня, уничтожительное название. Скажем так, возьми вот этот, вот Чечения, это концлагерь такой, обнесенный колючей проволокой. И у этого концлагеря, как у всякого концлагеря, есть вот охрана, понимаешь, вышки там стоят, там, пулеметчики там, понимаешь. И вот эта охрана с начальником лагеря взяли несколько человек из барака, дали им по дубинке, там, обещали двойной-тройной паёк и говорят, вы будете этих остальных бить по голове и порядок, а мы там будем сидеть на вышке, играть в карты, там, курить и наблюдать, как чеченцы друг друга там еще прикалываться. Вот примерно такая ситуация. Вот, и выйти вот из этого адского круга, вот, если ты начнешь говорить, например, да, эти не виноваты, то тебя будут обвинять, вот вы Кадырова защищаете. Ну, завтра поставить какого-нибудь Васильева, какая разница? Могут, там, и другого, Даудова могут там сделать, или третьего, пятого, десятого. Это совершенно бессмысленно. Я не говорю не критиковать, это, в общем-то, это и так делается. Но одновременно это наносит страшный вред. Именно, вот представь, что мимо этого концлагеря там проезжают какие-нибудь американцы, там, французы, и смотрят, как там чеченцы друг друга мутузят, а те на вышках гогочут и там дальше в карты играют. Для них это как бы сигнал, что чеченцы не могут сами друг с другом разобраться, типа русский автоматом очищается от всего этого. Да, типа гражданский конфликт, русские стоят и как бы спасают одну часть чеченцев от других, чтобы не истребили до конца. Да, вот Ходорковский, вот именно вот сторонник вот такого этого. Я тебе говорил, что называю это игра в Дуримара. Вот он играет вот этого Дуримара. Вот он играет вот этот Яшин и Милов. Все трое, ну прям как эти образцовые, почетные Дуримары играют в эту игру, спихивая. И главное, я не понимаю, зачем вот Яшину нужно это, зачем Милову нужно это. Они были какими-то шишками, Аслан, ты знаешь, при ельцинском правительстве, может, на них тоже висит что-то, участники геноцида против чеченцев, может, они тоже себя как-то обезопасить пытаются. Я не знаю, зачем. Или они просто выполняют, скажем так, вот это распоряжение сзади, короче. Да, учреждение стоит. Да, я считаю так, за ними стоит учреждение, КГБ, ФСБ,
которые четко выдерживают линию. Если чеченцев признать потерпевшими, если признать право чеченцев на самоопределение и на независимость, то нужно начать разбираться вот в этом во всем. И если начать разбираться в этом во всем, то следует 99-й год и взрывы. Не только домов, которые они своих же русских взрывали, но они еще там автобусы, метро, много чего было. Ну, были замешаны чеченцы, которые в темную использовались, да, а в основном это были именно спецслужбы. Вот за всеми взрывами подавляющее большинство этих терактов стоят именно ФСБ. Просто в Рязани их тогда поймали с поличным, с 3 мешками гексогена и тротила перемешанного. И у них четкий нарратив, придерживаться вот этой линии. Если человек не придерживается этой линии, я его считаю или психически нездоровым человеком, или я его считаю, что он работает на гибню. Я другого объяснения просто не вижу. Ну или может быть какой-нибудь хапуга, это маленький небольшой процент, не Ходорковский, а другой какой-нибудь соучастник, который наварился на этом и где-то как-то был замешан. И завтра может быть, то есть непосредственный участник получается, или соучастник этого геноцида. Вот я так это вижу. Ну тогда, Али, у меня вопрос возникает, сейчас мы вернемся к Ходорковскому, там, к этим остальным. Есть такой Гудков, Гена, по-моему, да, Геннадий его, это старший который. Да, Геннадий Гудков, бывший КГБшник, да? Да, причем по 5-му отделу, по инакомыслящим, самый-самый такой, который занимался. Да, самый-самый, который занимался вот этими всеми диссидентами, внедрением вот в эту диссидентскую среду своей агентуры и так далее, и так далее. Он буквально недавно, я был удивлен, для чего он делает, потому что Гудков кстати, чтобы для наших зрителей, я тебе об этом говорил, мне кажется, я как-то с Дмитрием, сыном, что-то переписываюсь, Дима там выступает большим таким оппозиционером, и я ему в Фейсбуке пишу: да ладно, что ты тут выступаешь? Я говорю, ты сын КГБ, генерала КГБ, о чем ты вообще тут, типа, против Путина, что ты катишь там? Такого неприятного толка комментария я написал, и он мне говорит: мой папа, отвечает мне и говорит: мой папа, не генерал, а полковником ушел. Потом через какое-то время у Сотника на канале, часто, несколько раз появлялся этот Гудков старший, и его Александр Сотник представляет как генерала КГБ, бывшего генерала КГБ и так далее. И Геннадий не возмущается и не протестует по этому поводу. Ему там звание накинули, Сотник, он даже не возражает. Да? Как может, так? Понравилось ему? Да, сын, говорит, ушел полковником, а Сотник его возвел в генерала, и это его устраивает. И я делаю выводы, что никуда он и не ушел. И так вот этот Гудков, Геннадий, говорит, что давайте не будем притворяться, и вот говорит твоими словами, не будем играть в Дуримара, а скажем, что Кадыров это марионетка, управляемый человек, и те финансовые потоки, которые выделяются из Москвы, а их даже не надо урезать, если их урезать, то Кадыров будет делать то, что ему скажут. Я добавил бы, что если даже Кадырову посадить, застрелить, что угодно с ним сделать, просто снять с должности, а поставить какого-нибудь Демельханова, Даудова, еще кого-нибудь, то тоже ничего не изменилось бы. Эта система также работала бы. Потому что они для этого и есть там вокруг Кадырова, чтобы в случае чего заменить Кадырова на другого человека. Почему так происходит? Генерал КГБ, ФСБ Гудков говорит, что Кадыров управляемая фигура, вроде бы он не должен так говорить. А вот эти вроде бы либералы-имперцы, да, это, я не знаю, наполовину мужчина, наполовину женщина, или как это получается, либерал-имперец. Это как это, или собака-кот, что ли, или как это называется? Добрый маньяк. Добрый маньяк, да. Маньяк с человеческим лицом, с добрыми глазами. Добрым сердцем. Короче говоря, вот такая вот ситуация. Почему так происходит, что вот Гудков говорит это, а эти говорят, вот все валит на Кадырова?
Как думаешь? Меня вот удивило вот это тоже внезапное, скажем так, внезапно очнулся от этого Гудков? десятилетнего вот этот Гудков. Да, меня тоже. Он раньше это не говорил. Да. Внезапно очнулся и сказал, но в этой передаче вот они Гудкова быстро убрали, и потом вот этот завуалировал то, что он говорил. Да? Просто сказал, что я не досмотрел. Кадыров, да. Я кусок, по-моему, скидывал кто-то. Там полностью завуалировали они его, как бы сказали, ему нужно идти, бла-бла-бла, и раз убрали его после того, как он это сказал, и уже вот этот главный ведущий, он там уже опять все, скажем так, вернул все в прежнюю колею, кадыровскую колею. Значит, все-таки Кадыров виноват. Да, да. Во всем. Я хотел тебя спросить, Аслан, скажем так, вот когда вот Немцова убили, вот там же вот вокруг этого все это пляж, вот это Яшин, типа он такой мститель, авенджер за Немцова чеченцам, там типа так себя выставляет для вот этого российского, скажем так, аудитории его пропаганды, он себя вот так позиционирует. Вот он мстит Кадырову, который решил убить вот этого Немцова, Путин там как бы это, чисто вот это занавеска на окне. Я к чему тебе говорю? Вот смотри, как ты думаешь, вот сначала, есть ли у Кадырова прямой контакт на Путина? То есть вот бывает вот в фильмах вот такой про ядерную войну красный телефон, вот по нему позвонят, скажем, самому главному только в чрезвычайных ситуациях. Вот примерно что-то такое вот есть, как ты думаешь, может он выйти на Путина? То есть снять трубку, сказать, соедините меня с Путиным или попросите, как они там его называли, Владимир Иванович, по-моему, называют его, Иван Иванович, чтобы Иван Иванович ему позвонил или что-то. Вот, как Иван ты думаешь, Михайлович, Михаил Иванович. Да, или Михайлович. Да. Я думаю, может, прямого контакта у него нет, вот чтобы вот как я тебе мог позвонить, взять номер и напрямую тебе. Но вполне возможно, что и в администрацию президента, и Пескову лично, и Золотову, вот этим людям он может всегда напрямую звонить, их секретарям. Вероятно, что он прямо там, это... Ну, это как бы моя версия, я не знаю, как там, но я не думаю, что Путин не балует, мне кажется, его. Что все делается через вот этого начальника УФСБ. А по Кочнева нового ты имеешь в виду сейчас? Да, вот, или прежнего тогда, когда Немцова убивали. Я думаю, с Золотовым какие-то особые отношения у Кадырова. Думаешь? Да, когда он приезжает, они так мило очень общаются, но так видно, что и Рамзан к нему очень так как-то по-свойски, как-то по-доброму его там принимает там, и так далее. Я к чему это спрашиваю, Аслан? Потому что сам вот это убийство Немцова, оно такое, странное. Вот, то ли Путин знал, то ли Путин не знал. То ли Кадырова подставил либо этот Золотов, либо этот Патрушев, сказав ему, что Путин хотел бы, намекнул, что они же не звонят, не говорят, давай, замочить там. Конечно. Скажем так, через вот эту прокладку в виде этого Золотова или там начальника УФСБ по Чеченской республике, там вот этого, как его звали, прежнего при Немцове, который был, забыл его имя. Кого ты говоришь в ФСБ? ФСБшник по Чечне. Бортник, Хвостиков. Нет, не его. Хвостиков, да, забыл его. Вот, либо через этого Хвостикова, потому что вот посылая вот этих людей туда, Кадыров должен был быть абсолютно уверен, что это исходит от самого Путина. Могли его так обмануть, сказать, что это исходит от Путина, поскольку у них нет вот этой прямой связи. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это излюбленная тактика у этих гибнюков. Они делают так, как будто, я не я, я не при делах там и так далее. Когда все это произошло, например, Кадырова наградили, лично Путин наградил, сразу же дал другим гибнюкам, не трогайте, и наградил его за заслуги перед Россией. Сразу же, буквально неделя не прошла, он сам спрятался, Путин, поймал, заполз под корягу, как говорится, и сразу наградил Кадырова. Если бы Путин был не в курсе
и ему это не нужно было бы, а получил он удар, то, по крайней мере, награды не было бы как минимум. Было бы даже и наказание какое-то, да, или какой-то выговор, или еще что-то. Почему он посадил убийц тогда? Вот этот Шаванова убил, который А нашел там уже сюда другой его момент. задержание. Мы при всем при этом, при всем при том, что вот эта Россия, она такая вся независимая, такая мощная и так далее, там есть товарищи, которые с Западом очень в близких отношениях. И их бабки здесь, и у них и дела здесь, и они вместе с терроризмом сами придумывают его терроризм, как питерские бандиты. Сперва создают коммерсанту проблемы, а потом приходят и предлагают помощь решить эти проблемы. Точно так же Путин и КГБ создает этот терроризм, и потом просит, и предлагает потом услугу оказания помощи. То же самое было в 1999 году, когда взорвали дома и поймали в Рязани ФСБшников с гексогеном и с тротилом в мешках. Тогда тоже Путин никого не наказал, никого не снял с должности за эти 20 лет, до 22 года, ни Патрушева никого не снял. Наоборот, они все миллиардеры стали и так далее, и так далее. Все, мне кажется, они все заодно. Как бы Путин все контролирует. Если Путин не контролирует и не знает. И почему это делается? А потому что здесь на Западе Немцова поддерживали, принимали и так далее. И убийство Немцова, который в отличие от Навального, мне казался более независим, более последователь своих. Это не значит, что он был за чеченцев. Нет, он не был, он за Россию был. Но при всем при этом я бы хотел с ним иметь дело, как чеченец, чем, например, иметь с фашистом Навальным, который на русский марш, который сравнивал чеченцев и тех, кто борется за свою свободу, сравнивал с тараканами, с разными крысами, пауками и так далее. Это чисто такой фашистский русский нарратив. Вот, насекомые там и так далее. И мне кажется, и мне кажется, им нужно было доказать Западу, что не имеет отношения Путин к этому, а есть какой-то неуправляемый дикий губернатор чеченцев. Вы вот на Западе, как они говорят, вот вы на Западе тут за них заступались, за этих мусульман, в первую очередь надо подчеркнуть, вот этих радикальных фашистов-мусульман, исламистов. А вот видите, мы их всех не истребили, хоть вы нас там и обзываете, что мы там геноцид устроили. Вот мы им дали, их главу поставили из них, из их же, и им дали полномочия определенные, на бумаге-то они есть, как бы, да, там республика, там все такое. И вот он убивает. Вот, тема-то какая была? Немцов там обвинил на Бога, на религию что-то, на ислам что-то там сказал, да, там что-то говорил, заступился за карикатуриста во Франции и так далее. Это для этого. Да, и вот, эти, которые сели, они, по идее, будут, во-первых, хорошо сидеть, во-вторых, может быть, будут не так уж хорошо сидеть, но они будут сидеть так, как им положено. Это просто козлы отпущения. Да, я думаю, они и совершали это убийство. Может, не только они, еще кто-то там принимал участие. Вероятно, что они принимали в этом участие. Но при всем при этом люди должны перед Западом, это же терроризм чистой воды, политического оппонента убить за просто в центре Москвы. Это акт устрашения, акт терроризма, политический террор. Но, как в том анекдоте, опять нет доказательств, да, и Запад делает вид, что, ладно, нет доказательств. Вот как-то вот так я это вижу. Просто, как бы мы ни говорили, вот эта среда, вот это ГБшников, олигархов, там, либералов, там, она же не гомогенная такая, не однородная. Вот эти кадыровцы, их посадили, там, одного убили, остальных посадили. То есть уже в следующий раз они же не пойдут, если их вот видят, что нету этого, подушки безопасности нету. Поэтому с их стороны, вот как ты на это смотришь? Смотри,
право на существование, такая версия. Ну, киллер это вообще особая профессия такая. Она ее в трудовой книжке не записывают, и сам понимаешь, если он идет на это, то есть вероятность, что его тоже грохнут. Да? Не каждый рабочий день у людей заканчивается там убийством людей или сам погибаешь. Поэтому в какой-то степени, да, но они вот совершают это преступление, это убийство, и даже если они попадаются, если их убивают или они попадаются, о их семьях заботятся, о них в тюрьме, если они в тюрьме оказываются, о них заботятся. И в этом плане, ну, ты просто неправильно, не до конца выполнил свое возложенное на себя задание. Например, вот, кстати, очень тоже хороший такой пример был. Бостонский теракт, помнишь, был? И вот да. В этом бостонском теракте принимали братья вот эти участие, и один из этих братьев прилетал, у него мама дагестанка, и он бывал в Дагестане. А в это время и был такой Саид Амиров, мэр Махачкалы, который его банды под видом вот этих религиозных там людей занимались терактами, убийствами и так далее, и так далее. И после того, как произошел теракт в Бостоне, я не сомневаюсь, я более чем уверен, скажем так, в том, что за бостонским терактом стоит ФСБ. Вот этот Саид Амирова посадили, его несколько раз пытались взорвать, убить, обстрелять, он и на линной коляске уже сидел, там у него столько врагов и кровников было, но при всем при этом его не могли не то чтобы посадить, его даже с поста мэра Махачкалы снять не могли. А вот когда произошел этот бостонский теракт, его быстро спрятали, перевезли в Лефорто, и все, о нем не слышно. Потом было убийство Анны Политковской. Политковскую убили, братья Махмудовы там были, и там был еще один, Гайтукаев такой. То их посадили в тюрьму. Тоже вроде бы они все время сотрудничали, были за российскую власть там и так далее, но взяли их, посадили. Когда прокололись, потому что Анна Политковская была гражданкой США еще плюс ко всему. Поэтому они тоже не действуют вот вообще без тормозов. Да, у них есть рамки. Ведь Путин даже в Украине войну начинал, сняв все вот эти нашивки, лычки. Это же позор для любой армии. Это позор на века для России. Вот как они воевали, это же потом будет вспоминаться еще десятилетиями, это все будет вспоминаться. Если у армии нет знаков различия, они по международным законам считаются этими некомбатантами. Бандформирование. Это именно те, кого они нас называли. Да. Они самые настоящие бандформирования. И вот Путин очень хорошо понимает, что международное право это очень важно. Сейчас, правда, он уже влез и уже деваться некуда. Я еще, знаешь, обратил внимание, когда они сбили Боинг над Донбассом. Когда сбили Боинг, они в ту же ночь собрались. И Иванов, да, потому что они подумали, все, это казус белли. Все, они сейчас Запад может нанести удар моментально, короче говоря. И сразу собрались, и Путин, и, по-моему, тогда был министр обороны Иванов такой, по-моему, тогда был, не помню. Не Иванов, кто-то там был, Патрушев, по-моему, тоже быстренько сделали такой, Иванов это, по-моему, сделал тоже тогда заявление, и они очень испугались. Я думаю, смотри, как они, когда убили 300 иностранцев, голландцев, европейцев, сразу же собрались. А когда убивают 300 тысяч чеченцев и в ус не дуют, как бы вот мне кажется, с этим это связано, что они все-таки с оглядкой смотрят на Запад. И Запад не в должной мере давит на них. Он им как бы дает свободу. Вот финансы, вот мы занимаемся финансами, говорит Запад, банковская среда, экономика, это наша тема, нефть, газ. А вот внутри политика, это занимайтесь кто как хотите. А те занимаются как умеют, только кровавыми методами. Ты заметил, как вот эти грибники, и Патрушев, и Путин, как они боятся таких же, как они, диктатора, вот этого китайского диктатора, Эрдогана, как они боятся, вот этого корейского, северокорейского, вот этого
Ким Чен Ына. Да, Ким Чен Ира, как они сносят оскорбления. То есть они боятся режимов, которые могут многими людьми пожертвовать, им ничего не стоит этого делать, даже на ядерный конфликт пойти. А вот как с европейцами они себя хамски ведут. Именно потому, что вот у кого жизнь ценная, кто не может вот сразу вот войну начать, людей послать. А вот таких людей они побаиваются именно. Да? Ну, А Китай вот это вообще страшно боится отдельная китайцев, да. история. Да. 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 Хорошо, что сейчас вот этот, скажем так, Великобритания очнулась. Они вообще традиционно, вот я тебе говорил, что история России это страшная ложь. Ага. Там вот это смотришь в Википедию, вот я очень люблю смотреть на 3 языках Википедию, на немецком, на английском и на русском. Там разница, ты упадешь, Аслан. Это просто там, вот читаешь и наслаждаться можно. Разные исторические вот эти моменты, факты находить. И вот как эти говорят, вот как эти пишут, как эти пишут. Ну, прям там разница. Была война между Англией и Россией в 19 веке, где-то, по-моему, 1820 каком-то году, точно не помню. Там короткая война, там англичане утопили русские вот эти фрегаты и гонялись за два английских корабля гонялось за всем Северным флотом. И вот этот Северный флот в бухте прятался от них всю эту войну, все 6 месяцев, пока это длилось. Вот англичане очень любят, вот, скажем так, пришучить Россию, когда наглеет. Вот ты сейчас заметил, они сразу же, вот американцы что-то там елозили, а они сразу эти гранатометы прислали, и корабль мимо Крыма, короче, не обращая внимания. А Послали. ирландцы Вот сейчас то, что моряки да, ирландские. ирландцы. И это дело в Путина, флоте, английском флоте это дело, ирландском, да, конечно. английском. Они Да. могут, скажем так, очень быстро нагнуть весь российский флот. Потому что в России всегда было плохо с флотом. Ты заметил, у Путина страх начать войну с какой-то маленькой, но развитой страной, вот, такой западной страной, типа Швеции или Британии, или типа Израиля, которые вот технологической страной, потому что проиграть войну такому маленькой стране, это для них позор, это конец путинского вот этого величия и путинской власти. Да. Уж лучше проиграть войну там США или Китай там. Поэтому они могут пойти на такой крупный конфликт, чтобы не пойти на такой маленький конфликт. Скажем, где они им надают, короче. Вот СССР, который постоянно лез на Израиль, знаешь, он постоянно поставлял огромное количество оружия, советников, там даже вот эти специалисты буквально участвовали там в этой войне, и каждый раз Израиль их мочил. И вот это имидж Советского Союза постоянно падал там ниже плинтуса, чуть ли не пал. Все вот эти войны их непрерывно мочили, используя вот это западное оружие. Точно так же Путин, вот он очень боится именно войны с маленькой технологической развитой страной. Он очень боится войны с Израилем. Видел, как там они его в Сирии мочили, а они даже не, скажем так, протест не объявили. Точно так же он боится конфликта с Великобританией, потому что это как бы, позор им будет проиграть маленькой стране. Это же не прошлая Великобритания там, с огромными колониями и мастерской мира, который считался, а именно вот такое. И, конечно же, он боится Китая, потому что Китай наплевать на жизнь, он там может, там, 5 миллионов закинуть, и это не Запад. И да, я тоже согласен с тобой, что Запад недостаточно давит, потому что это урки. Это банальные урки, и урков можно только силой вот припугнуть. Да. К большому сожалению, пока уже раскачиваются, уже акценты расставлены, но очень так вяло все это идет. Посмотрим. Украина себя как-то пассивно ведет. Они давно могли бы, как фронтом единым, тем более у них есть поддержка, балтийские страны, Польша, они давно могли бы собрать очень мощную такую... Просто Украина просто пронизана шпионами, вот, российскими агентурой. Я вот 100% уверен, что они там саботируют все, что могут, так просто рандомно убивают людей. Вот когда мы слышим, что там военнослужащий повесился, там это случилось, что-то взорвалось, я уверен, что это делает это рутинная работа ГИБНИ. Кого-то там убить украинца, там ветерана какого-то, АТО убить или что-то. Я уверен, что за каждым этим стоит что-то от России. Посмотри, вот за 7 лет украинцы могли бы
вот эти, купить эти, я не знаю, американские там, или шведские самолеты, вот, то, чем Израиль всегда бил СССР, и он бил их авиацией. Не потому что там арабы трусы или там еще какие-то, короче. Нет, дело было в превосходстве западной авиации над советской. Да. Все. Американские самолеты у израильтян сбивали сотню этих советских и ни одного в ответ. Знаешь, что вот этот счет вот этих израильских самолетов F-15 Eagle и советских самолетов, которые у сирийцев были, он 92-0. То есть израильтяне сбили 92 самолета МиГ-23 у сирийцев. Наверняка там и советские летчики могли быть. Скорее всего, да. И не потеряли ни одного. Вот этого Путин очень боится именно. Вот именно там саботирует, чтобы Украина не получила западную авиацию, мне кажется. Это вот 7 лет идет вот это скрытая вот такая, у нас инфраструктура не подходит, там это, что-то. Там постоянно же огромные деньги в это, думаю, вливаются, чтобы это саботировать. А Путин сам, он не может купить западную авиацию. Они великие, понимаешь, они сами должны лепить самолеты и там показывать, говорить, что мы все делаем. У них это величие не даст. То есть автоматом у Украины будет грандиозное преимущество. Там, я не знаю, штук 50 вот этих самолетов, либо американских, либо вот этих шведских, еще каких-то. И можно забыть, Путин может забыть, что он когда-либо нападет на Украину. Но это 7 лет не делается, представь, 7 лет. Канада предлагала почти в начале самой русско-украинской войны, предлагала им вот эти самолеты F-18, вот эти новейшие, ну, там они уже были, скажем так, бывшие в употреблении, но все равно, видишь, они сразу отказались. То есть там какие-то, вот есть саботаж идет, непрерывный саботаж идет вот, по ракетной программе. Вот сейчас посмотри, если они нападут на Украину, я немного отвлекусь там, если Россия нападет, они могут не обязательно сухопутное нападение сделать. Ведь НАТО, когда она Югославию бомбила, там же ни один натовский солдат в Югославию не заходил. Они чисто воздушными ударами ее выиграли. То есть заставили вот этого сербское правительство пойти сдаться именно бомбежкам. То же самое и Путин может сделать. Он может непрерывно пытаться наносить ракетные удары, побомбить Украину. Что сделает Украина в ответ? То есть у тебя должно быть какое-то оружие, что ты им тоже в ответку кинешь, если они вот это так сделают. А у них ничего нету. Они будут сидеть, их будут бомбить гранатометами или там английскими, ты не постреляешь. Но Путин это не делает, мне кажется, чисто потому, что ему нужна Украина. Если он чисто их побомбит, там получит большие санкции, и смысла никакого нету. А так он мог бы по-югославски их чилить. Ну, это тогда надо открыто воевать. Путин, он трус, он пытается, как бы, соблюдая международное право. И вот из-за того, что он его как-то пытается соблюдать, из-за этого на Западе тоже пытаются его как-то удерживать. И он как бы делает вид, что он соблюдает. Ну, давай вернемся к Ходорковскому и к другим нашим комсоргам, комсомольским вожакам. Вот меня волнует, знаешь, что больше всего, когда вот ты начал об этом говорить, ты начал акцентировать на это внимание, меня волнует в первую очередь, я знаю, тебя это тоже волнует, что коснется ли это нашего народа, нас лично, да, наш оккупированный, взятый в заложники народ. Вот эти мерзавцы и подонки, просто я другого слова им просто подобрать не могу. Вместо того, чтобы извиняться, да, это как представить, если это нацистская Германия после геноцида над евреями, сидят какие-нибудь нацисты и рассказывают, как надо там евреям как жить, вместо того, чтобы встать на колени и умолять о прощении, просить о пощаде и прощении, да, но об этом они не просят. Вот для чего они это делают? Им нужно сместить Кадырова и оставить Ичкерию в составе вот своего ГУЛАГа народов, или же для чего? Для чего, Алюй, как ты думаешь? Вот, я думаю, вот уровень вот этого Милова, Яшева, это уровень таких полевых провокаторов, то есть они там непосредственно где-то в поле, короче, отдуваются, что там наверху происходит, они могут, конечно, чисто догадываться.
и мы вот тоже можем сейчас спекулировать. Но одно очевидно, что в России есть не одна такая среда, а, скажем так, несколько вот этих. Они все имперцы, и все, по-моему, одинаково к нам относятся. Нас они, по-моему, не делят. На хороших и плохих. Как мне один российский вот этот командир сказал, почему вы в село стреляете, когда его спросили, да мне все равно и там чеченцы, и там чеченцы, куда бы я ни выстрелил из этой пушки, короче, я попаду в вас. В чеченцев, да. То есть также им наплевать, короче. Но они используют это как некий инструмент. Если постоянно подставлять Кадырова, и чтобы он дискредитировал, он как бы автоматом и дискредитирует Путина же, как бы Путин его держит, короче. И вот они не могут как бы прямо директ на Путина как наезд сделать, тот их сразу посадит. Они используют вот такой этот механизм, короче, как можно глупостей, чтобы натворил Кадыров и кадыровцы, чтобы этим можно было вот так косвенно ударить по Путину, короче, попортить ему имидж. Чем это кончится? Какого-то внутреннего ресурса, чтобы поменялась власть, я в России не вижу. Вот если бы американцы в свое время дали бы Украине оружие и крупно поддержали бы, и они нанесли бы поражение России, тогда, да, 100% Россия развалилась. А царь, проигравший войну, в России уже не царь, не авторитет. Я тебе рассказывал только что, какое у них величие, и представь, вот это величие идет все нафиг. Но Ельцина не сместили. Ельцин передал спокойно власть своему преемнику. Ельцина не сместили, потому что все-таки это было такое, скажем так, он же пошел на это, на попятную, и была такая война русско-японская, ты, наверное, тоже слышал. Она была разгромная. Там разгром в России был просто чудовищный. И после этого случилась революция. Но царь тоже все-таки досидел. Пошатнулось это все, конечно, случилась революция, но царь досидел, короче, до Второй мировой войны. Так и здесь, мне кажется, просто это как бы недостаточное поражение было. Они же нас поубивали. Да, по факту выигрыша, победы у нас как таковой не было. Я не хочу... Да, мы просто не дали себя, скажем так... Поставить на колени, скажем так. Да, и все, короче. Не покорились. На Кремль посадили. Город разрушен, да. Убито сотни тысяч человек. Все. Президент убит наш. Да, победа, да, конечно, да. Она такая была, очень спорная. Это нельзя, скажем, как и любят говорить, что американцы во Вьетнаме проиграли, там, на самом деле да. 50 тысяч американцев погибло и 1,5 миллиона вьетнамцев погибло. То есть представь, что мы с тобой воюем, я у тебя твоих солдат 30 человек замочил, а ты одного моего замочил. И ты будешь говорить, да мы выиграли. Да. Они не дали себя, скажем так, оккупировать, и все. А так называть это победой. Но если с Украиной, это совсем другое дело. Это мощное столкновение двух армий, там много железа, и там это было бы шокирующим, скажем так, проигрышем для России. И вот этого не случилось. И, как ты знаешь, Путин, он опаснее, чем при Советском Союзе. Советский Союз, он рогом уперся и пытался Израиль уничтожить руками арабов. Да. Там, если бы у них какие-то там хитрые комбинации были бы, там они пошли бы на договорняк с Израилем, там, с их лобби в Америке, пошли бы, и может быть, Советский Союз даже не развернулся бы. А Путин, он хитрый, он это делает. Он где надо, он как преступник действует. Где не надо, он там, не знаю, против Холокоста прикидывается, что он такой, короче, против фашистов, хотя он сам является главным фашистом. Да. Он даже этим, скажем так, подкупает это западных, мол. Они говорят, что Путин плохой, конечно, он мафиози, но он не антисемит. Бред же, Путин... Самый главный антисемит. Да, он делает то, что ему выгодно. Если ему антисемитизм будет выгоден, его режиму, он будет антисемитом. Если он не выгоден, он просто гораздо хуже, чем какой-то антисемит или что-то. Он совсем на другом уровне. Это беспринципная лживая тварь просто. Без каких-нибудь догма.
Да. Возьми этого Чикатило, который там детей убивал, да? Он мог быть не антисемитом. Мог быть? Конечно, конечно. Вот, да. Это что меняется от того, что Чикатило не антисемит? Не антисемит. Это дебилистический, извини за выражение, попытка описать Путина. Да. Дело не в этом. И вот они опаснее, они где надо наркотиков, у них нет идеологических рамок, которые были у Советского Союза. И этим они опасны. И я боюсь, что мы долго будем с этим сидеть. Вот с этим гибняком, который делает шаг вперед, потом шаг назад, шаг вперед, шаг назад, и Западом вот так играет. А Запад, он что? Он ценит человеческую жизнь, он пойдет на крайние меры только, если его совсем уже принудит это сделать, скажем так. И из этого исходить нужно наше положение. Мы будем так за ними в хвосте плестись, с этой проклятой империей, которая вот так нас, знаешь, у меня не оптимистический прогноз по ближайшему, по крайней мере, будущего нашего народа, если мы не возьмемся на ум и не сами не сделаем эту победу. Сами не станем настолько умными, настолько влиятельными, чтобы самим менять это все. Пока что я не вижу, что, посмотри, это всего лишь какие-то единицы, скажем так, сотни людей, скажем так, и можно сказать, что я в своей деятельности, скажем, в интернете и, скажем так, общественной, вижу сотни уже людей, у которых правильные мозги и работают в правильном направлении. Но посмотри, вот эти блогеры, которые там с исламской риторикой вот так с Кадыром там перелаивается через забор российский. Посмотри, какая у них аудитория, посмотри, как они уже этим увлеклись, уже там они ничего не видят вокруг, понимаешь, что там. И для них только вот эта цель, короче. Вот, и хоть что-то сделать вот этим кадыровцам, те хоть что-то сделать этим, вот так идет вот это. Мы в таком заколдованном кругу. А для чего это делается, Алви, как ты думаешь? Я думаю, это классическое разделяй и властвуй. Помнишь, Ермолов еще говорил Кавказскую войну про эту милицию. Милиция – это вот это ополчение, на самом деле. Вот слово это Советский Союз его взял как это для полиции, чтобы капиталистическую полицию, которую все время в газетах ругали, такое название не дать. На самом деле милиция значит ополчение. Да. Они взяли вот этот, он говорит, что это ополчение, милиция чеченская, она особо не нужна для военных этих каких-то. Это чисто, чтобы между ними рознь посеять. То есть типа, короче, милиция убьет кого-то там, те убьют, и будет вот такая кровная месть, и вот что-то такое. Для этого только, говорит, мне нужна чеченская милиция. Никакой военной такой мощи они не представляют из себя. И вот это точное описание того, что сейчас происходит. Вот никакой военной мощи вот эта кадыровская милиция для России не представляет. Чечню можно контролировать двумя беспилотниками. Современными технологиями можно двумя. Хватило бы одного, но нужно их менять, там оператор должен меняться тоже, короче, понимаешь? Но это точно не российские беспилотники. Да, я к тому, что не обязательно там держать кадыровцев, чтобы нас убивать. Там, если ты любой объект в Чечне вместе там, или с семьей ты можешь разбомбить, то автоматом ты в таком же положении. Просто вот единственное, что мы можем сделать, стать очень умными здесь и использовать ресурсы Запада, чтобы, во-первых, поменять мнение на Западе о нас. Вот это очень трудно будет, потому что репутацию можно годами нарабатывать, а испортить можно за 1 минуту. Вот у нас испорченная репутация, это уже... Вот нужна какая-то критическая масса людей, которые эту репутацию починить, скажем так. Нужна критическая масса людей, которые будут там научно-технически подкованы и знать языки, там все вот это. И вот они потихоньку что-то уже могут сделать. Может, на это 10 лет уйдет, может, 20 лет уйдет. Рассчитывать, что Путин скоро помрет. Вот это как раз, кстати, сказочка вот этих либералов. Вот этих. Она автоматом закидывает, как ты говоришь, там сзади Лубянка стоит, и она закидывает эти истории, что вот Путин сейчас помрет, хотя Путин, здоровее. Он еще, когда была война в Украине была, в 2015 году, когда он еще не боялся летать на Запад, сейчас он очень боится на Запад летать. Чтобы американцы могут устроить там... Задержание. Судят там, что он сделал, да, что он сделал бы, короче, если бы это...
такое дело бы. Поэтому в 2015 году он, по-моему, в Испанию, там, его это традиционное путешествие, где он в каких-то гостиницах по продлению жизни, там что-то там, каникулы у него были, отпуск проводил. Вот это была у него такая, они какие-то особые продукты дают, там что-то, какие-то курсы лечения. Вот представь, он может еще 20 лет там, спокойно здоровым дедушкой сидеть. Он здоровый дедушка, там Кадыров дедушкой к тому времени уже станет. Вот если мы не хотим вот эти 20 лет вот этого ждать, пока дедушка копыта откинет, это в наших руках получить мощь здесь на Западе, получить влияние здесь на Западе, получить какое-то финансовое влияние, технологическое, я не знаю, еще какое-то, стать настоящей общиной. Единственное, как ты знаешь, проблема вот эти наши любители все перевести в религию, подчеркнутые мусульмане, как ты говоришь, перевести все это в область религиозного, веры в сверхъестественное и испортить уже. Это не первый раз это делается. Наша история, вот этот момент, он все время повторяется. Это грабли уже всем известные, когда на религиозные грабли наступаем, потом проходит какое-то время, опять наступаем. И так это продолжается. Поэтому я не знаю, я пока в этом зависшем таком состоянии, я вижу позитивное что-то, что мы делаем. Ты сам видишь, сколько у тебя приходит писем, там, подписчики пишут. То есть есть какой-то костяк людей, на которых есть надежда. Ну, что там дома люди будут, мы вообще их винить не можем, конечно, они в концлагере. Люди, которые в концлагере, ну, шейла, у них нет своего, они могут выразить свое мнение, и мы не можем их в этом упрекать. Наоборот, мы должны как-то им помогать. А тогда возникает вопрос, смотри, есть вот сейчас люди, которые там как Вован и Lexus названивают там и там записывают какие-то там, чисто экшен такой, ты козел, я козел, он козел, мы козлы. И вот такая вот тема у них идет. И это чем грубее, чем ты там с таким красивым голосом, там, выдерживая интонацию, там, скажешь, это кому-то нравится, какой-то мужчина, как он красиво его козлом обозвал, а тот, он козел, он его некрасиво козлом обозвал. Вот эта тема. Потом вот эта вся тема идет, и здесь посередине вот всего этого есть 20 лет, 25 лет войны, 300 тысяч убитых, 3 представителя власти, которые представляются, один правительство, президиум, там еще какой-то там парламент. И у нас отсылают, собирают всех, как ты рассказывал только что в начале, что оболванивают, отправляют там в Сирию и так далее, и так далее. И никто из официальных представителей власти, которые должны думать, печься, заботиться об этом, ничего не делают. Почему, Али, вот такая пассивность и с чем это связано? Это, я не знаю, саботаж, диверсия, непрофессионализм, наплевательство, алчность, я не знаю, просто инфантильность. Что это? Почему такое отношение у 3, не одного, у 3 представителей власти у нас? Ну, это, скажем так, большая тема для большого разговора. Наше правительство в изгнании, как ты знаешь, там большие проблемы. И, ну, опять же, я, может, пристрастный, я там постоянно с этими радикалами воюю религиозными, потому что я считаю их главной нашей проблемой. Я наряду с русскими. То есть русские нас вот так, открытый враг, который мочит, эти разъедают нас изнутри. Вот этого у нас нет вектора национального самосознания. Мы, чеченцы, себя не уважаем. Хотя самое большое оскорбление – это он нохчевац, то есть ты не чеченец фактически, но все равно мы свой народ не уважаем. Вот когда нас выселили,
у нас, ну, скажем так, очень сильно отобрали. Вот, это же не только убийство людей, когда выселяют, это грандиозное ограбление культурное. Там вот все эти тептеры зажгли, там были и 14 века, 13 века тептеры, рассказывающие истории, вот письменную историю. Вот нас все время упрекают, вот там соседние народы, вот у вас письменной истории нет, русские это делают, у вас письменная история нет, у нас нашу письменную историю сожгли, от нее мало что осталось. Наши вот эти мастеровые, которые передавали своим детям ремесло, они тоже после ссылки погибли, передачи не произошло, все прервалось. Короче. Мы культурно в каком-то этом. Причем забрали все вот эти серебряные украшения, которые столетиями вот передавались, серебряные вот эти оружия, холодное оружие, ковры, там разные предметы искусства. Вот, это было огромное вот ограбление. Представь, полумиллионный почти чеченский, ингушский народ вместе. Их всех забрали, и все это, их собственность пораздали там. Одну Грузии, одну там дагестанцам, одну, наверное, с этой стороны русским, там НКВДшники забрали. В общем, чудовищное ограбление. Не просто ограбление материальное, но еще ограбление культурное. И вот, придя мы какое-то время выдохнули вот это, от этого, уже как себя народом снова стали ощущать. Вот произошел распад уже Союза, и мы готовы были к тому, чтобы государство построить. Мы потихоньку его построили бы. Но вот дальше произошла уже религиозная маргинализация. А религиозная маргинализация это вообще туннель без выхода, понимаешь? Посмотри на Афганистан, они не могут выбраться. Ушли американцы, русские ушли, СССР ушел. Стало только хуже, они не могут из этого выбраться уже. Это такая ловушка. Нам нужно очень долго работать, создать какой-то мощный пресс-центр и долго очень работать. Не только на Запад показывая, что мы другие, что мы... Но это мы с тобой должны делать, Алюй, или это люди, представляющие себя властью, должны делать? Я понимаю, но они же тоже сидят на той же этой подчеркнутом мусульманизме, как так я его переделаю, твое выражение. Вот опять-таки, они, по-моему, считают, что вот это идет снизу. То есть есть какой-то запрос на халифат, на такой, на шариат, на все эти вещи запрос есть. А на самом деле это неправда. Если бы вот был такой запрос, то вот эти 350 тысяч чеченцев, они не в Европу ломанулись бы, а куда-нибудь в Афганистан, там, Катар, Судан. Совершенно Нет верно. такого запроса. Они себя самообманывают. Это их главное преступление против, я считаю, преступление против чеченского народа. Главная ошибка. А может, это не самообман? Они закидывают, понимаешь? Вот вся эта... Возьмем еще вот эту прослойку вот этих блогеров шариатских, шведско-шариатских, как там Абу Давлети говорит. И возьмем вот этот, наше правительство, скажем, еще каких-то уважаемых людей, еще каких-то там. Они все вот закидывают вот это, в начало вот этой мясорубки, вот этот происламскую, по их понятиям, пропаганду религиозную. Там народ его там растаскивает, они потом смотрят, говорят, смотри, народ этого хочет, снова закидывают. И вот так по кругу, понимаешь? Вот есть такой, в электронике такой аппарат есть, называется по-английски PLL, Phase Locked Loop, то есть фазовая замкнутая петля по фазе называется. Вот у тебя он в телефоне сейчас, их несколько штук там у тебя даже, вот этих PLL. Вот это напоминает очень, понимаешь, как только, неважно, какую ты поменяешь сигнал, частоту сигнала, он все время будет его подстраивать, потому что у него обратно замкнут на него. Он выделяет сигнал ошибки, повторяется, и вот так. Вот они то же самое этим занимаются. Вот мы находимся в этой гигантской фазовой петле. Им докидывают вот этот исламский вектор, они все национальное отталкивают, они смотрят, говорят, смотри, там народу, people нужен ислам. И опять, короче. И вот так нас крутят, короче. А если у тебя нет желания именно с патриотизма, именно что-то для своего народа сделать, то у тебя просто ресурсов, у нас тем более маленький народ. Это турки могут себе позволить, там, я не знаю, и за ислам впрягаться перед Западом, и за свою эту империю бывшую какую-то, короче, вести пропаганду или, не знаю, деятельность какую-то вести. Мы маленькие, у нас просто ресурсов на это нету. Возьми, например, вот когда был такой случай, когда
еще 30-е годы, у одного еврейского иммигранта, он сам жил во Франции, но его мать не пускали там на границе обратно в Германию. Он как это узнал, что там несколько дней ее держат на границе, пошел и убил германского посла. Вот представь, а что сделал наш вот этот отрезатель головы французу? То есть 300 тысяч убили, нет, он не пошел, скажем так. Я этому не призываю, конечно, не посла убил, а пошел и убил этого учителя. То есть у нас вектор вообще, вот так, скажем так, повернут совсем не туда. Алло, а тогда вот эти Волковы, Ходорковские, они для чего, вот сейчас возвращаясь к ним, для чего сейчас они так возбудились? Мы с тобой с этого начали. С чем это связано, вот их возбуждение? Единственное, вот у меня объяснение, что наша деятельность, что когда ты постоянно вот это не на КГБ смещаешь, а они всеми 4 ногами спихивают это на самих чеченцев, там, на Кадырова, на остальных. Вот мне кажется, вот они на Западе конкурируют с нами за симпатии Запада. И не чувствуют, что мы что-то там как-то поднимаем здесь голову, и превентивно вот так через своих агентов начинает нас давить. И я уверен, но мы же только одни. Да, я уверен, что когда ты жалуешься на это наше правительство, Закаевское, я уверен, что там среди них тоже наверняка есть агенты влияния. Их просто не может не быть, потому что это работа гибни, засылать людей в долгосрочную, там по разным каналам, то есть там гарантированно среди них. Да, это я тоже не сомневаюсь. Среди них есть. Если есть деньги, неограниченные ресурсы, почему бы нет? Ну, тогда смотри, нас не так много, как ты говорил, и у нас не так реально, не так много нас. Какую мы представляем, какую угрозу для них представляем. Можно же они и так ведь, ты если заметил, наше имя не произносят, мое имя, например, везде табу где-то произносить даже. Ничего они в этом плане, мы 30 тысяч подписчиков, 33 тысячи, 32 тысячи подписчиков, просмотров, на территории фашистской России запрещен канал, и так далее, и так далее. Какую угрозу мы представляем, зачем им так все вместе ополчаться? Скажем так, работы у них не так много, а их сколько там, 2 миллиона их ФСБшников в России, 3 миллиона их. Миллион, по-моему. Работы не так много, поэтому, наверное, и на нас хватает их. Их не единственное такое. Так-то они, конечно, заняты и с чем-то еще, но, видимо, и на нас тоже хватает. Вообще даже многие менты даже имитируют деятельность. Ты же слышишь, что они, чтобы отчитаться о поимке преступников, они даже специально что-то там подкладывают, подговаривают, такие вещи делают. Да. План по преступлениям. Я когда местным полицейским рассказал, что в России есть план по преступлениям, то есть и вот этот полицейский должен его выполнить, иначе его уволят с работы, у него глаза на лоб полезли. Как это так, короче? А ты знаешь, что это со сталинских времен? Да, они до сих пор это все есть. Да, это сталинская система. Или как они зарплату получают, гаишники как зарплату получают. Один рассказывал мне в Дальчике. Вот две вот эти кассы, там вот касса и кабинет начальника. Вот каждый гаишник идет, короче, к кассе, берет свою зарплату, идет в кабинет начальника и отдает ему. Вот так, очередь вот так, представь. Они не живут на зарплате, они должны вот это с людей, короче, брать взятки и все такое, на этом жить. Зарплата вся принадлежит этому начальнику. Он должен просто подпись поставить. То же самое у нас они там делают. Да, конечно. Но мы-то имитируем то, что нам... Если бы у нас англичане были бы, то мы, может, сейчас, короче, сидели бы в палате лордов, курили бы и по-английски с тобой сейчас хорошо говорили бы. Жаль, что мы не говорим хорошо по-английски. Самые мерзкие, самые негуманные, самые, не знаю, алчные, самые трусливые, тупые попались нам колонизаторы. Они думают, что нам какую-то цивилизацию принесли. Они деградацию принесли, а не цивилизацию. Да, это видно, антицивилизация. Это не от нас. Конечно. Есть один момент еще, я тебе расскажу. Ты заметил, что вот это стукачество,
вот эта зона, вот это все тоже от них, от нам идет. Да. Понимаешь? Вот когда сюда в Европу приезжает человек, вот я разъясню вот один момент, ты даешь интервью и подписываешься, что ты будешь соблюдать местные законы, Да. и власть тебе не враг. Это в России власть тебе враг, потому что это оккупанты, которые уже, не знаю, 200 лет уже тебя, твой народ уничтожает потихоньку, не дают им голову поднять. То есть они враг. Понятное дело, что здесь, но они переносят, вот многие наши переносят сюда, там, стучать менту, там, или что такими выражениями, или это не знаю, ты дал подпись, что ты будешь соблюдать закон, они будут тебя защищать и соблюдать твои права. Это договор. Ты договор с ними заключаешь. Какие еще стучать или что-то? Это все из России, из зоны идет. Россия – это большая зона, где власть всегда враг. И, конечно, сдавать своих власти – это как бы это нехорошее что-то. Здесь это как, знаешь, пример, вот представь, что преступники на улице, там, не знаю, пытаются женщину изнасиловать, ты позвонил в милиции, они потом, сидя в камере, обсуждают тебя. Вон там какой-то фраер нас застучал, и из-за него сидим, сволочь такой, короче, стукач, короче, понимаешь? Вот примерно то же самое здесь, короче. Нет такого понятия стукач. Оно есть в российской зоне. Его здесь, в Европе, в Америке его нету, они даже не знают, что это такое, причем здесь, что за стукач. Есть от того, что ты скажешь, либо от этого может быть польза, чья-то жизнь будет спасена или имущество, либо от этого может быть вред. Но это нету такого обобщенного, вот стукачи плохой. Это чисто зона. Вот эту зоновскую даже они нам импортировали. Мы, эти чеченцы, сейчас ходим с этими словами, стукач, друг друга ругаемся друг друга вот этими словами. Вот этот дебилизм они нам принесли. Не этот. Ну, что еще может быть? Ты же слышал эту пословицу чеченскую тоже. Конь, который с ишаком рядом в стойле стоял, он тоже как ишак, короче, якает. Вот мы с русскими тоже якаем. Посмотри, как разительно отличаются люди, которые здесь выросли, и люди, которые в России выросли. Постоянно под стрессом, как будто они ходят. И что, было очень интересно. Эмин, ну что, тогда, я думаю, можно будет еще раз собраться, можно еще Ибрагима, еще кого-нибудь пригласить, чтобы можно было пообщаться. На чеченском можно поговорить. Очень интересно будет на разнообразном, вот в этом формате, очень даже неплохо будет пообщаться. Спасибо, что так интересно сегодня провел со мной беседу. Всего самого хорошего. Адикёль, Маш